Сегодня мы побываем в Республиканском центре содействия семейному воспитанию. Раньше он назывался «Дом ребенка». 25 октября учреждению исполнится 98 лет. За это время было немало испытаний, но благодаря слаженному коллективу, многолетнему опыту, Центр уверенно и с большими достижениями входит в столетний юбилей. В первую очередь я хочу поблагодарить свой замечательный коллектив, которые являются профессионалами своего дела и, более того, душу и сердце отдают детям, которые в силу разных жизненных обстоятельств остались без должного внимания. Более 100 детей одномоментно может находиться в нашем учреждении, из которых более 70%, к сожалению, это дети при живых родителях, которые доставляются либо по акту ПДН, по решению органа опеки и попечительства, по приказу нашего Министерства труда и социального развития. И коллективом делается все возможное для того, чтобы максимально решить вопрос по успешной социализации. Мы получили лицензию в 2020 году на образовательную деятельность в части реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. У нас достаточно мощный медицинский блок, поэтому период нахождения в нашем учреждении – это действительно оказание целого комплекса процедур медицинских, педагогического сопровождения. И коллектив, который здесь работает не один день, слаженный костяк. И более того, люди, которые работают здесь, не единичны случаи, когда принимают в свои семьи воспитанников нашего учреждения, прикипая душой и сердцем к нашим ребятишкам. Сегодня в центре работает 139 сотрудников. Многие, придя временно, больше 20 лет назад, до сих пор трудятся в центре. Сегодня в учреждении проживает 74 воспитанника в возрасте от 0 до 7 лет. Это дети, которым нужны особый уход и внимание. Тяжело именно с детьми, потому что, допустим, дети в семьях, они, если сравнивать с работой в детском саду, допустим, дети из семей, они не идут домой после садика, а наши дети у нас постоянно. Они в течение 24 часов в группах, круглогодично, и воспитателям, конечно, тяжело в плане психофизическом, в плане эмоций, потому что и дети привыкают к своим взрослым, и зачастую, если есть любимый воспитатель, они прямо ждут, когда они придут на свою смену. Вот когда я раньше работала в группе, прямо они стояли у двери и ждали. Каждый знал, что когда придет свой воспитатель. Воспитатели становятся для малышей самыми родными. Вместе они учатся резать любимые бананы, с удовольствием съедая их. Вместе учатся правильно произносить звуки и слова. Это кто? Овечка. Как говорит овечка? Бе говорит, да? Бе говорит, да. Логопедические занятия особо важны для детей. Выбрала профессию именно из-за общения с детьми, так как это мне очень нравится. Это все очень близко, поэтому профессия логопеда несет за собой и работу непосредственно с детьми в первую очередь. Поэтому дети очень разные, к ним нужно разный подход иметь, поэтому работа интересная, нужно искать всегда пути решения. Поэтому исследовательские такие навыки всегда пригодятся в этой профессии. Сейчас мы видели очень интересное занятие, да? Расскажите, по каким методикам вы работаете? Сейчас очень много стало детей с нарушениями речи, и причины к этому могут быть совсем разные. Это как внутриутробная патология, наследственность, родовые травмы или недоношенность детей, или травмы в первые годы жизни ребенка, вредные привычки матери туда же нужно отнести. Также инфекционные заболевания ребенка или прием лекарственных средств. В наш центр поступают дети с тяжелыми дефектами речи, и поэтому в своей программе в своей работе мы используем программу для детей с тяжелыми нарушениями речи.
так как дети поступают не только безречевые, но и с нарушениями не только звукопроизношения, понимания речи, но и фонематического слуха, с нарушениями слоговой структуры слова, с низким объемом словарного запаса, как пассивного, так и активного, и в целом нарушением связной речи. Для того, чтобы речь развивалась, необходимо создать для ребенка активную речевую среду. И это не только правильная, четкая речь взрослых, как родителей, так и других членов семьи. Или если ребенок посещает детский сад, то это речь педагогов, сверстников, но и использовать, например, фольклорные моменты в режимные, такие как потешки, загадки, колыбельные, но и использовать, четко прописывать, можно сказать, игры, в которые играют, например, в домашних условиях или в детском саду. Поэтому, дорогие родители, играйте со своими детьми, больше общайтесь, читайте художественную литературу, учите стихи наизусть и не забывайте про артикуляционную, дыхательную и пальчиковые гимнастики. В центре максимально созданы все необходимые условия для комфортного пребывания детей, но при этом, конечно, ведется большая работа по устройству детей в семьи. Одна из главных задач – это, безусловно, передача детей там, где возможно, в кровные, там, где невозможно, в замещающие семьи. У нас более 76% детей устраивается в семьи. По итогам прошлого года в наше учреждение поступило 286 ребятишек. Сейчас тенденция чуть ниже, но вместе с тем имеются проблемы по тому ненадлежащему исполнению родительских обязанностей, когда дети помещаются к нам. Но еще раз говорю, что база у нас достаточно хорошая, учредителям и нашими попечителями, меценатами работа проводится для того, чтобы создать все условия для комфортного пребывания детей. В Центре содействия семейному воспитанию работают специалисты различного профиля – врачи, логопеды, психологи, социальные педагоги. Проводит Центр курсы повышения квалификации для работников социальных учреждений. Одно из направлений нашего центра – это повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования. Мы проводим курсы для социальных учреждений, органов опеки и попечительства, а также еще и для образовательных организаций. Наши курсы очень востребованы. В этом году прошло более 500 обучающихся. Проводят курсы наши специалисты практики, именно наши психологи центра. Наши слушатели получают знания, которые и приобретают навыки, которые уже они могут применить в своей профессиональной деятельности. Дети, попадающие в центр, находятся там временно. Кто-то возвращается домой, а кого-то устраивают в семьи. И для тех, кто желает взять ребенка в семью, проводится школа приемных родителей. Если говорить о школе приемных родителей, то в этом году ей исполняется уже 15 лет. Это небольшой такой юбилей, но мы знаем, что сделано все равно очень много, потому что за это время было обучено более 1500 кандидатов. За это время это около 850 семей. За это время в свою семью пришло уже более 700 детей. То есть дети устроены, дети нашли семью, мы понимаем, что сделано очень много, но самое главное, это чтобы ребенок жил в семье. Касаемо школы приемных родителей, я хочу сказать, что это не просто занятие. Это очень такой пунктуальный, очень такой обоснованный подход к отбору кандидатов. Сможет ли он стать действительно настоящим родителем, тем, кого ждут дети, для тех, кого они берут в свою семью? Безусловно, коллектив Центра старается, чтобы все дети, попадающие к ним, обретали семьи во всех районах нашей республики, в России и даже за рубежом. У нас были 3 сестры,
И у нас сначала пришла к нам старшая сестра, она была у нас довольно-таки долго, 2 года, наверное. Потом поступила их младшая сестра, и через 1,5 года еще одна сестра их к нам поступила. Ну, просто я запомнила этот случай, потому что все равно, когда дети поступают к нам семьями, их реже берут в семьи. И их взяли в опекунскую семью. Мы были этому очень рады. И они до сих пор нам присылают фотографии, делятся новостями из их жизни. Ну, конечно, мы очень радуемся их успехам. И желаем нашим деткам, чтобы они все обрели любящую семью. Работа в центре сложная, требующая ежеминутного внимания каждому малышу, и поэтому здесь трудятся неравнодушные и сильные духом люди. Смотрю в глаза каждому человеку, который к нам приходит. После собеседования, безусловно, насколько осознан выбор, есть ли понимание того, что он не просто идет на работу и работать будет по часам в соответствии с правилом внутреннего трудового распорядка, а именно понимание того, с каким контингентом мы здесь работаем. Это дети, которым не хватает родительского тепла, поэтому, приходя на работу в наше учреждение, нужно понимать, что частичку сердца, души, причем достаточно большой, необходимо отдавать этим детям, обделенным родительским вниманием. И для этого коллектив должен быть именно единой командой, единым монолитом, к чему мы стремимся. В 2024 году Центру содействия семейному воспитанию исполнится 100 лет. Это огромное учреждение с большим количеством высококвалифицированных специалистов, делающих все, чтобы детям, попавшим сюда, было тепло, уютно и комфортно. Для каждого малыша Центр на время становится домом. Но, безусловно, всем хочется, чтобы малыши поскорее обрели семью.